вылетели из города Якутска 5:20 утра, то есть мы уже 3 часа были в аэропорту. Мы без задержек, без никаких форс-мажорных ситуаций. Все вовремя садились в самолет и уже в 6 утра были в Москве. Фанфара, потом музыка. На этой прекрасной сцене состоится концерт студентов Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой. И сразу музыка. Как-то я один раз ребятам сказал, что мы будем здесь, в Москве, сделать свой большой концерт. И это была мечта, как сейчас модно говорят, Гельштадт, да? И это действительно просто я так в шутку сказал, и потом подумал, а почему бы и нет. Очень рад, что это была не только моя мечта, но и мечта и преподавателей, и студентов. Вообще колледжу исполняется 87 лет, и это старейшая кузница кадров, думаю, не только нашей республики, но и северо-востока России. И как раз в этом году исполнилось 30 лет нашему народному ансамблю «Эркён», а также 35-летие предметно-цикловой комиссии «Этнохудожественное творчество». И поэтому такой юбилейный год, и концерт состоит именно из тех творческих мастерских, которые у нас работают. Я поступил сам в колледж культуры и искусств в хореографию в 1992 году, и народный ансамбль танца «Эркён» в 1994 году создался. И мы вошли в этот первый состав «Эркёна». Первое выступление в декабре было, и уже весной мы поехали в Москву на гастроли, Старая Русса, Новгород, и потом уже осенью в Японию. И потом поехало в разные, выступали в разных площадках, даже в Большом театре выступили. У нас есть такой опыт всегда выезжать, транслировать свою культуру, показывать. И действительно на этом ребята многому обучаются. Во-первых, они глубоко и в себе открывают свою национальную идентичность. Вот в чем именно сила, в чем уникальность культуры моего народа. Вот это для них открывается, и они вот именно благодаря таким поездкам становятся людьми мира, можно сказать. Я шью довольно-таки часто, потому что нашим мальчикам часто что-то приходится подшивать. Они, видимо, не умеют это делать. Мы учили их в детстве, как надо шить. Стараемся участвовать на таких серьезных фестивалях, конкурсах, именно которые продвигают народное и художественное творчество. Мы были и в Улан-Удэ, в Хабаровске, в Новосибирске. Здесь, в Подмосковье, практически ежегодно бываем. И ребята имеют возможность тоже участвовать в фестивале в городе Керчи. И ежегодно там нас очень любят. И этот фестиваль называется «Лики России». И мы являемся уже там ежегодными участниками данного фестиваля. И всегда, когда мы на площади выходим со своим
хамусом, варганом, то жители города Керчи говорят: ну, мы вас очень долго ждали, именно наш выход, и поэтому у нас есть там тоже свои, можно сказать, поклонники, любители нашей культуры. Для наших студентов это большая лаборатория, направленная на будущее, так как наш великий классик Алексей Елисеевич Кулаковский говорил, что именно принимая великий опыт других людей, можно обогатить свою родную национальную культуру. И они показывают здесь свою национальную культуру, свои песни, танцы, и такие как фольклорные жанры, как скороговорки, народные песни, вокальные другие песни. И они здесь, наверное, я думаю, получат большую гордость. У нас вот такие вот якутские украшения на шапках в повседневной жизни. Сегодня на этом концерте будут участвовать студенты, которые участники студенческого народного обрядового ритуального театра Эйге. Их 8. В основном там студенты 4-го курса, они в этом году выпускаются, и 2 студента – это 2-е курсы. На концерте они будут именно играть на национальные музыкальные инструменты, будут исполнять якутские народные песни и читать стихи, и обрядовые песни будут петь. В основном они занимаются именно исполнением фольклорных жанров. Культура, всякие обряды, там национальные, свою культуру мы изучаем. И это мне очень интересно, поэтому я поступила в колледж культуры в отделении это художественное творчество. И это очень хорошо, что колледж дает нам такие возможности. До концерта ровно 6 часов. Вот такие поездки очень окрыляют студентов. Я выступаю! Я выступаю! До нашего концерта 2,5 часа. Я не волнуюсь, я готова. Я часто выступаю с народным ансамблем РК и также часто гастролирую, поэтому все хорошо. Вот в этом году мы отметили 30 лет РК. 31 апреля у нас состоялся в Театре оперы и балета имени Сооронбай Моллана отчетный концерт, юбилейный концерт в полном аншлаге. И там мы показали где-то около 30 танцев из репертуара из разных годов. И моя мама в то время хотела попасть вот на наш ансамбль РК. Там в то время было кастинг прям жесткий был. Там чуть-чуть с формами была, значит нет. Там только худые и высокие. А моя мама под эти стандарты не подходила, блин. Она не попала. У нее была мечта попасть в этот ансамбль. Я вот ну я, исполнила ее мечту. В прошлом году мы устраивали ГСХ в Москве и в Питере, а в нашей республике Мирный и Амма. Мне больше всего понравился Питер и Мирный. Было очень интересно и вкусно. И да, было очень вкусно. При поступлении в колледж я не знала, что мы так много будем гастролировать, и этот процесс мне очень нравится.
В этом концерте мой любимый танец — это дюсегэ, танец лошадей, вот тот, который танцевали. Очень захватывающе перевоплощаться в лошади. Неподготовленному человеку, конечно, будет трудно, а вот для нас мы целый день танцуем и полный день танцуем. И для нас это не очень трудно. Но если танцевать правильно, ну, конечно, это сложно. Технически всегда сложно будет, бывает. Любой танец. Люблю танцевать с детства, между прочим. С детского сада я танцую. Да, потому что мама моя вот ярая поклонница, до сих пор бабушке 80 лет, и она до сих пор танцует. Уже в школе уже я решил, что стану хореографом. Ждем концерта, до него осталось пару часов, буквально 2. Все-таки каждый человек, он имеет неразрывную связь с Родиной. И когда люди услышат наши старинные песни, игру на хомусе, наши танцы, то, я думаю, каждый человек будет через наши номера будет вспоминать не только о Якутии, а о своей малой родине. Этот год в нашей республике объявлен годом защитника Родины, в стране объявлен годом защитника Отечества, и поэтому мы решили этот концерт посвятить именно великому празднику, именно 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Наши зрители увидят именно самобытные, уникальные номера народа Саха, а также есть очень такие патриотические песни, стихи. Вот, например, сейчас идут, ребята читают стихи Анатолия Храмова, участника специальной военной операции. Его стихи уже вошли в репертуар наших творческих коллективов. И в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня. Мне очень нравится именно с молодежью работать. И нравится то, что вот эти студенты пришли к нам именно обучаться осознанно. Да? И у них есть интерес, и с ними работать очень легко и интересно. Я с 1 класса играю на хомусе. И когда я начала учиться в колледже культуры и искусств, меня научили петь. Теперь я в Москве сейчас со своим ансамблем, здесь мы поем и играем на инструментах якутских. Правила танцоров ХЭП. Никакой предмет не должен падать. Да, если упадет, это все провал. Да. Это минус балл. Да, я всегда готова. Просто с каждым разом, с каждым выступлением волнение не уходит, наоборот усиливается. Ну, у всех хореографов, у всех выступающих, у всех танцоров, наверное, так. Без комментариев, просто. Все, до начала концерта 7 минут. Күнеркен
Строй. Настрой Кюнеркен. Это как кричалка. Да, кричалка. Девиз нашего колледжа. Кюнеркен, несущее тепло солнца. Добрый вечер, уважаемые земляки, уважаемый Андрей Сандоминович, уважаемые гости, дорогие наши зрители. Мы с большим волнением представляем гала-концерт студентов Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой. Приветствую сегодня в этом прославленном зале прославленного Центрального дома Российской армии на замечательном концерте тоже уже прославленного коллектива нашего колледжа культуры. От того, что я видела, от этих талантов, которые мы сейчас видим. Мало того, что они все красивы по молодости. Посмотрите, какие лица, какие способные девочки и мальчики. Россия должна увидеть их на телевидении, на московском, на центральном, потому что все, что показывают по сравнению с тем, что мы увидели сегодня, фигня. Вот это супер! Я хочу вас поздравить с таким большим успехом, ребята! Вас за то, что вы сделали такой длинный путь для того, чтобы сюда приехать, учебный, методический, работу с преподавателями. И хочу поблагодарить, конечно, в вашем лице, вашего директора. Я его уже знаю столько лет, и я думаю, что это человек, который просто заслуживает самых высоких похвал, которые только могут быть на белом свете. Вам удачи, вашим родителям всего самого лучшего, которые за вас болеют, переживают. Я вас обнимаю. Удачи вам всем! Большие профессионалы. Настолько активны, что ресницы падают. Концерт прошел успешно, я думаю. Ну и за зрителей. Аплодисменты вообще крутые. Поддержка жесткая. Все четко. Круто. Ощущения после концерта вот такие. Отдались мы все на 100%. Кто-то ошибался. Не будем говорить кто. Но все мы огромные молодцы. Благодаря нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву, да, и благодаря правительству, парламенту нашей республики до сих пор мы в каждом селе сохранили культурно-досуговые учреждения.
И когда я приезжаю здесь, в Центральной России, да, рассказываю, как вообще у нас строится образовательный процесс, то, что наши студенты ежегодно выезжают в сельскую местность и проходят практику на местах, и то, что мы гастролируем по республике очень много, да, то, что мы в столице нашей республики делаем отчетный такой большой, грандиозный концерт, то многие преподаватели, особенно старшего поколения, они это слушают как-то с ностальгией, иногда бывают слезы и говорят то, что вы вообще такие молодцы, ничего не утратили и работаете как в советское время, как они работали в молодости, да, и это иногда мы там на месте вот вообще этого не ощущаем, да, как мы готовим кадры именно в сфере культуры, но слушая и изучая, как работают наши коллеги, то это действительно мы очень многое сохранили. И это дает очень много плодов для развития художественного народного творчества, культуры и искусства в целом в республике. Выпускники вот 4 года обучаются у нас, да, и обратно возвращаются в свои вузы. Да, это показатель того, что они очень близки с народом, да, и то, что сейчас государство очень поддерживает именно вот работников культуры, и мы все знаем то, что сейчас вот именно заработная плата именно в вузах, да, работников культуры очень высокая, да, и эта поддержка очень похвальна. Миссия наша — обучить ребят искусству. Здесь прям атмосфера, как у нас в колледже. Все заряжены, прям все постановки, прям вообще энергетика только вот так вот прет. Мне очень понравилось. Очень понравилось. Нас никогда так тепло, как будто еще не встречали. Обычно только мы так встречаем и так готовимся к встрече гостей. Но на этот раз нас так тепло встретили. Мы прям очень круто. Это мероприятие вообще прошло супер. Вообще энергетики, вообще мощевская, воодушевлены. Ура, 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 вся компания хороша. До свидания, пока. Счастливой дороги! Всего наших дорогих якутов еще раз в гости приезжайте на нашу московскую землю. Мы тоже должны туда обязательно съездить. Да, и мы хотим к вам в гости тоже. Как я меня лично сказал, если деньги мы новую будут, программу подберем. Да. Наш колледж был основан в 1937 году, и уже мы на протяжении почти 90 лет занимаемся и готовим специалистов не только культуры и искусства, но и в первую очередь специалистов народного художественного творчества. Я очень так уверен, что именно специалисты народного художественного творчества, вот они в будущем будут самыми главными людьми любого народа. Потому что именно через народную культуру, народное творчество транслируется мировоззрение того народа. Да? Именно в этом кроется основная мысль и основная ценность любого народа. Вот Дмитрий Лихачев, академик, говорил то, что культура представляет главную мысль и главную ценность существования народа, так в целом государства. Вне культуры самостоятельное существование их теряет смысла. Мы выполняем главную миссию культуру, да, сохраняем, распространяем, возрождаем самобытную и уникальную культуру народов Якутии. Именно
несущее тепло солнца!